Чеченской Республике наметился рост строительства частного жилья. По данным Комитета государственной статистики, в 2009 году построено 517 индивидуальных домов общей площадью 69,8 тысяч квадратных метров. Как отметили в Чеченстате, в ушедшем году построено на 5,5% больше частных домов, чем в 2008 году. Как считают в ведомстве, такие данные свидетельствуют о повышении уровня благосостояния жителей республики. По данным Федеральной службы государственной статистики, доля индивидуального домостроения в общей площади построенного жилья составила в целом по России 47,8%, а в Чеченской Республике и в ряде других регионов от 82,2% до 97,5%. Надо отметить, что руководством республики также оказывается помощь гражданам в строительстве домов. Так, по поручению президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова в 2009 году в рамках восстановления Ножаюртовского района было построено 100 жилых домов для малоимущих семей. В 2008 году по президентской программе развития горных районов в Веденском районе было построено и восстановлено 345 индивидуальных жилых домов. В честь дня рождения пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, в Чеченской Республике пройдет широкомасштабная благотворительная акция. Малоимущим семьям, пожилым людям, больным и одиноким гражданам будет оказана продовольственная и материальная помощь. Об этом стало известно в ходе заседания Оргкомитета по празднованию дня рождения пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, прошедшего в Духовном управлении мусульман Чеченской Республики. Кроме того, всем родителям, которые назовут появившийся на свет в ночь с 14 на 15 февраля мальчиком именем Мухаммад, планируется выплатить денежное поощрение. Члены Оргкомитета также рассматривают предложение о выплате материальной помощи родителям родившихся в эту ночь девочек. Хлопонин приедет в Чеченскую Республику с конкретными предложениями по ее развитию. Полпред президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе Александр Хлопонин основной упор в своей работе планирует сделать на Чеченской Республике. Об этом сообщил президенту Чеченской Республики Рамзану Кадырову председатель правительства Адес Байсултанов. Цитата. На встрече с Хлопониным, которая состоялась по вашей инициативе, полпред отметил, что Чеченской Республике будет оказана необходимая поддержка, так как она является динамично развивающимся регионом. Также Хлопонин сказал, что опыт республики будет распространен и на другие регионы округа. Я передал ему порядка 40 проблемных вопросов, решение которых необходимо для экономического развития региона. На следующей встрече, которая, по словам Александра Хлопонина, пройдет уже в самой республике, будут озвучены конкретные предложения по решению обозначенных задач. Рамзан Кадыров, в свою очередь, добавил, что решение поднятых вопросов необходимо для экономического развития республики. Цитата. «В первую очередь это ликвидация безработицы. Нами предпринимаются необходимые меры по снижению ее уровня, но без создания крупных промышленных производств, развития агропромышленного комплекса, этот вопрос будет оставаться одним из острых. Мы надеемся, что Александр Геннадьевич, ознакомившись с нашими проблемами, поможет их скорейшему решению». Конец цитаты. Прокуратура Чеченской Республики отметила десятилетие. В связи с этим прошло торжественное собрание, посвященное десятилетию со дня воссоздания. Почетным гостем мероприятия стал Адес Байсултанов. Глава Кабинета министров поздравил сотрудников с юбилеем и ответил, что Чеченская прокуратура за сравнительно небольшой срок сумела оправдать свое призвание и стать ключевым звеном всей правоохранительной системы республики. Цитата. «Первый президент Чеченской Республики Ахмад Хаджи Кадыров говорил, что только преданность своему долгу работников правоохранительной системы воспитывает в обществе уважение к закону. И он был абсолютно прав, учитывая, что одна из основных функций прокуратуры – это защита интересов граждан. Именно от вашей настойчивости и принципиальности во многом зависит благополучие жителей республики, единство российской государственности, эффективность борьбы с преступностью и коррупцией». Конец цитаты. Председатель правительства Чеченской Республики Адес Байсултанов. В текущем году единый государственный экзамен Чеченской Республики предстоит сдать около 15 тысяч абитуриентам, среди которых выпускники школ этого года и выпускники прошлых лет. Каждый из них при успешной сдаче экзамена сможет подать документы для поступления одновременно в 5 высших учебных заведений страны. Об этом сообщил министр образования и науки Чеченской Республики Анзор Музаев. Цитата. «Согласно новым правилам поступления в вузы с наличием сертификата ЕГЭ, каждый желающий может подать документы в 5 вузов страны. Это ограничение введено с 2010 года из-за того, что в прошлом году были многочисленные прецеденты, когда абитуриенты направляли свои документы в десятки вузов одновременно». Конец цитаты. Также министр сообщил, что на сайте Министерства образования и науки Чеченской Республики теперь каждый может узнать, какие экзамены в форме ЕГЭ ему нужно сдать, чтобы поступить на ту или иную специальность.
В Чеченской Республике отмечено снижение уровня безработицы. Службами занятости Министерства труда, занятости и социального развития Чеченской Республики зафиксировано снижение количества обратившихся к ним за содействием в трудоустройстве, а также числа получателей пособий по безработице. Об этом сообщил заместитель министра труда, занятости и социального развития Чеченской Республики Бекхан Музаев. Цитата. На 1 января 2010 года в службах занятости официально было зарегистрировано 297 077 человек. На 1 февраля текущего года снижение составило 0,7%, отметил он. При этом Бекхан Музаев отметил, что в январе уменьшилось и количество граждан, получающих пособия по безработице. Если их численность на 1 января составляла 228 874 человека, то на 1 февраля она снизилась на более 2500 человек. Как считает Музаев, понижение уровня безработицы способствует предпринимаемые правительством республики меры по обеспечению занятости населения. В том числе оправдывают себя и программы по стабилизации ситуации на рынке труда и содействию самозанятости населения. В Грозном планируется строительство крупного ипподрома. На данном этапе специалисты проектного института «Грозный горпроект» ведут разработку генерального плана конно-спортивного сооружения. Новый ипподром станет самым крупным в Северокавказском федеральном округе. Он рассчитан на 3600 посадочных мест. Согласно первоначальному проекту, на территории ипподрома предполагается разместить конюшню на 360 лошадей, ветеринарный корпус, общежитие, службу эксплуатации, жокейский корпус, ресторан, 2 вертолетные площадки и автостоянку на 2000 автомобилей. Проект на днях был представлен президенту Чеченской Республики Рамзану Кадырову. Он поручил в ближайшее время определить его стоимость и подготовить подробные эскизы. По словам генерального директора и дирекции строительно-восстановительных работ Чеченской Республики Ибрагима Идилова, ипподром будет отвечать современным требованиям конно-спортивных соревнований международного уровня. Общая площадь ипподрома составит 59 гектаров. Министерство транспорта и связи Чеченской Республики реализует программу по развитию телекоммуникационных средств. Работники ведомства планируют к 2012 году увеличить количество абонентов фиксированной связи до 120 тысяч. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и связи Чеченской Республики Алхазур Агалаев. Он отметил, что решением этой задачи станет разработанная министерством концепция, внедренная беспроводного доступа WiMAX и строительство оптиковолоконных сетей, а также закроет вопрос обеспечения жителей качественной связью. Кроме этого, строительство абонентской распределительной сети CDMA и WiMAX позволит охватить абонентов из труднодоступных населенных пунктов республики. На сегодняшний день к стационарной связи подключено около 16 тысяч абонентов. Кроме городов, телефонная сеть охватила и высокогорные райцентры, в том числе селение Шатой и селение Итумкали, где установлены таксофон универсальной связи, с которых жители могут дозвониться в любую точку мира. В райцентре Наур состоялось открытие специализированной детско-юношеской спортивной школы по греко-римской борьбе. Школа представляет собой одноэтажное здание, в котором предусмотрены борцовский зал на 3 ковра, административно-хозяйственные помещения, большой универсальный и тренажерные залы, душевые раздевалки, медпункт, столовая, подсобные помещения. Залы оснащены всем необходимым спортивным инвентарем. Глава Наурского муниципального района Александр Кошельнов отметил, что технические данные предусматривают возможность проведения турниров как республиканского, так и всероссийского масштаба. Зал борьбы рассчитан на 200 зрителей. В спортивной школе смогут тренироваться до 120 спортсменов одновременно. Он также выразил благодарность Чеченскому региональному отделению партии «Единая Россия», благодаря которому стало возможным это строительство, и президенту Чеченской Республики Рамзану Кадырову. Цитата. «Это очень необходимый и ценный подарок для жителей нашего района. Открытие борцовской школы позволит привлечь к здоровому образу жизни подрастающее поколение, отвлечь их от негативного воздействия улицы». Глава района Александр Кошельнов. Конец цитаты.